Побежали? Задание в руках по курсу «Старо-татарская слобода» от Галеевской до Апанаевской мечети. Следы пророка ведут к культовым объектам, где хранится очередной ключ. Первый был это у нас набережная, где озеро Кабан. Второй у нас вот мечеть вот эта Апанаевская. Смотрите. А вот это алфавит, это же алфавит. Просто номер букв в алфавите. Апанаевская мечеть открывает дорогу к музею Тукая. В следующей задачке написано «Эби Патша, то есть Екатерина II». С ее именем связаны сразу несколько фактов. Именно она разрешила строить каменные мечети. И первый такой объект – это мечеть Марджани. Кто владеет информацией, у того ориентир по Старо-татарской слободе. Мы обозначили мечети, мы обозначили интересные реконструкции нашего города. Конечно же, они на этих точках, возможно, и не найдут следы пророка, но это места, где можно ознакомиться с нашей историей, с нашими традициями. Была в Казани раза 4-5, то есть некоторые места знаю, некоторые вот первый раз. Я даже не знала, что еврейская школа, например, есть, вот, в которой мы посидели. Коллективным разумом цель все-таки достигают. Вы нашли, справились со всеми заданиями. Я вам вручаю последний пазл. Карты сошлись. Перед ребятами белая мечеть в Болгаре. Все последующие дни форума пройдут на древней земле. Но перед этим коллективный намаз. Мусульманская молодежь, ей дается возможность на таких площадках формировать некую общность. Ребята с разных регионов в дальнейшем, то есть распространяют то, чем они зарядились здесь, уже в своих регионах. План на неделю – мастер-классы, лекции, беседы о чистоте религии. Главная тема – жизнь пророка. О необходимости знаний подчеркивает первый заместитель муфтия Татарстана. Сейчас есть палитра. Есть возможность, так скажем, две возможности. Это спросить человека, который несет ответственность за свои слова, и спросить человека, который не несет ответственность. Интернет-сайт. К тому же форум – хорошее место для знакомств, поспособствовал созданию 8 семей. Лейсан Сабирова, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань.